Спорт – это один из видов деятельности, который объединяет людей. Неважно, в какой части мира вы находитесь. Цвет кожи, раса, религия, возраст и пол – обо всем этом забываешь на спортивной площадке, в бассейне или на корте. Многим спортивным организациям и поместным церквям давно известны преимущества спортивного служения обществу и спортсменам как одного из путей построения мостов отношений и установления взаимосвязи с их культурой. Такие виды спорта, как баскетбол и волейбол, были специально созданы с такой целью. В 1985 году Международная спортивная коалиция, или МСК, была сформирована как фундамент для сотрудничества с целью помочь различным сферам спортивного служения взаимодействовать друг с другом. Таким образом, каждый извлекает пользу из сильных сторон другого для укрепления и развития. Движение спортивного служения имеет знаменательную историю, которой вот уже более 50 лет. В 60-х и 70-х годах мы начали служить спортсменам профессионального уровня и высшего спортивного класса из Национальной футбольной лиги Соединенных Штатов, а также бейсбольной, баскетбольной лигах, теннисе и гольфе. Все это подвело меня и других к созданию сети партнерства и служению другим странам. Я также последовал за этим видением, потому что это возможность достичь мир через уникальный язык спорта. Лично я начал в 1970 году и на тот момент не знал, что происходило в сфере спортивного служения в других народах. Это было удивительно узнать о том, что Бог положил ту же идею в сердца многих людей из различных континентов, и объединиться в такую потрясающую, большую и общую сеть партнерства – это нечто потрясающее. Между тем мы выяснили, что если мы объединим вместе всех людей, любящих Христа и спорт, то это будет иметь огромное значение и станет прекрасным свидетельством всему миру. Я был восхищен, когда в 1982 году меня пригласили на конференцию в Гонконг для участия в международной инициативной группе по началу спортивного служения. Будучи спортсменом, я прошел долгий, одинокий христианский путь, не имея никого рядом, кто поддержал бы меня в те минуты. Но чудесно было то, что у меня появилась поддержка международной инициативной группы и помощь в те дни первых начинаний, благодаря чему я сам научился многому и смог применить этот опыт в спортивных связях с Индией. МСК имеет 4 основных цели. Чтобы разработать новые стратегии и программы для служения в мире спорта и для служения миру через спорт. Обучать и готовить людей со всего мира, чтобы применить эти программы. Служить по местным церквям, предоставляя им обучение и ресурсы. Побуждать к международному сотрудничеству и развитию сети партнерства по всему миру. Для достижения данной цели в МСК были определены конкретные ценности, которые были очень успешно осуществлены за прошлые 3 десятилетия. Это огромная радость наблюдать за развитием международного спортивного сотрудничества, потому что оно построено на взаимном доверии, личных взаимоотношениях, на усилиях отдельных людей, церквей и организаций, которые служат друг другу. В основном не ради титулов, где не деньги являются существенным фактором, но взаимоотношения, созидание, доверие, работа в сотрудничестве друг с другом. Где бы это ни происходило, будь это служение во время крупных спортивных соревнований, либо на детских и подростковых играх, различные деноминации, организации из различных языковых групп учатся работать вместе. Мы выбрали такой подход, вместо того, чтобы основать все на базе одной организации с жесткой структурой, где каждый находится под кем-то. Путь, выбранный нами, позволяет всему телу Христа работать в сотрудничестве друг с другом. И с каждым годом это движение растет и развивается. Насколько драгоценно быть частью такого всемирного союза людей, как Международная спортивная коалиция, где мы держимся твердых и фундаментальных ценностей. Первое, о котором хотелось бы упомянуть, это смирение, которое направляет нас к руководству. Важно, когда мы садимся за общий стол, чтобы мы шли без гордости, но с Христовым смирением, будучи готовыми идти и служить друг другу. Это и есть то, что мы
мы делаем? Мы приходим и предлагаем свое служение всему телу Христа, и, конечно, все это для славы Божьей. Смирение и есть наша фундаментальная ценность, которую мы желаем донести. Вторая ценность — это взаимозависимость. Мы осознаем, что никогда не достигли бы больших результатов, если бы действовали в одиночку. Таким образом, взаимозависимость, ведущая к партнерству, очень важная ценность, которую мы поддерживаем. Третья ценность, которая, как я полагаю, не менее важна для нас, это ценность открытий, которая приводит к творчеству. Мы приходим, садимся, общаемся и открываем для себя много нового. Мы учимся друг у друга и учим друг друга. Творчество, которое рождается в этой большой семье спортивного служения, просто феноменальное. И теперь четвертая ценность, которая настолько же прекрасна, как и предыдущая, и это многообразие. Вера в то, что мы можем научиться от других культур, является сильной ценностью, которой мы придерживаемся сейчас и хотели бы пронести ее до конца своей деятельности. Важный фокус сострадания в регионах, пострадавших от стихийных бедствий и войн. Развивая служение партнерства, МСК выявила 10 основных стратегий, которые составили ядро всего сотрудничества. Стратегия регионов. Для того, чтобы эффективно обучать и сотрудничать с церквями и организациями по всему миру, МСК сформировала 46 мини-регионов по всему миру, где поместные команды лидеров занимаются развитием сотрудничества в спортивном служении. Стратегия конференций. Каждые 4 года до проведения Олимпийских игр проходит конференция с целью внедрения будущих стратегий, чтобы извлечь максимум выгоды от влияния спорта по всему миру. Служение служение церкви. Существует множество проектов, специально разработанных для использования поместными церквями в своем служении. Служение спортсменам. Основная цель — это служить и обучать спортсменов профессионального уровня, чтобы помочь им достичь их полноценной и высшей цели в жизни. Провозглашение спортсменами. Цель — показать возможности для провозглашения, которые соответствуют стремлениям и талантам атлетов. Всеобщие игры состоят из игр, подростковых игр, семейных игр и экстрим-игр, которые совмещают в себе спорт и уроки, обучающие на практике. Служение во время крупных спортивных соревнований. Огромное разнообразие организаций со всех уголков Земли объединяют свои ресурсы и рука об руку создают и производят новые ресурсы, которые свободно распространяются во всем мире. Партнерство на крупных спортивных соревнованиях. Модели для служения и провозглашения созданы и осуществлены в главных городах и странах, принимающих важные спортивные события мира. Обучение лидеров спортивного служения. В 1999 году МСК осознала необходимость в обучении нового поколения лидеров спортивного служения по всему миру, и тогда в городе Кейптаун, ЮАР, была открыта Международная школа развития лидеров спортивного служения. После этого был разработан детальный план и программа обучения людей непосредственно в их регионах. Стратегия партнерства. Программа обучения готовит каждого, кто вовлечен в МСК, быть эффективным в созидании и развитии сети сотрудничества. Перед тем, как идти на крест, Иисус разговаривал со своими учениками. В своей беседе Он дал им великую миссию участвовать в финале картины Божьего плана спасения человечества. Он сказал, что люди будут приходить с севера и с юга, с запада и с востока и занимать свое место за столом во время трапезы в Царстве Божьем. И это то, куда мы все направляемся. Только мы не хотим идти туда сами, а желаем привести с собой как можно больше людей. Итак, имея огромное желание произвести изменения как в мире спорта, так и в мире через спорт, Международная спортивная коалиция приветствует вас на борту, а также приглашает вас объединиться и взяться за руки с единомышленниками во всем мире.